Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире АЛЛАТРА-24. Программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. В Кыргызстане снят сериал «Киноальманах-2020», который имел рабочее название «Поколение пандемии. Кыргызстан-2020». Сериал, созданный компанией City Lab при поддержке Интерньюз в Кыргызстане, призван на основе реальных историй показать жизнь различных людей, живущих в Кыргызстане и связанных с нашей страной во время пандемии SARS-CoV-2. Сегодня у нас в гостях люди, которые работали над созданием сериала. Это директор продакшн-студии City Lab, продюсер, режиссер Чингис Нарынов и директор Интерньюз в Кыргызстане Илина Каракулова. Здравствуйте. Мы приветствуем вас в студии АЛЛАТРА-24 в программе «Еще не вечер». И в начале нашей программы я хочу сообщить нашим телезрителям, что уже сегодня состоится премьера «Киноальманаха-2020» именно на нашем канале, на КТРК. Более подробно об этом вы, конечно, сообщите. Но сначала мы должны понять, как возникла вообще идея создать вот этот фильм, который имел рабочее название, да, со словом «пандемия». Но потом уже остановились вы на названии «Киноальманах-2020». Ну, вообще идея возникла после того, как мы пережили очень сложные и страшные события июля прошлого года, 2020, когда, с одной стороны, мы видели, что наша система здравоохранения не справляется, очень много людей погибало на тот момент, но при этом мы видели очень высокую мобилизацию населения, взаимопомощь, волонтерское движение поднялось, да, в Кыргызстане, и благодаря этому всему у нас в Кыргызстане поднялся вообще дух, да, взаимопомощи, взаимоподдержки, и мы вдохновляли не только друг друга таким образом и спасали, мы вдохновляли весь мир. И если вы помните, во многих мировых СМИ тогда прошла информация о том, что в Кыргызстане волонтерское движение и взаимопомощь вот это, они просто приобрели какие-то национальные масштабы, которые не виданы вообще были даже вот во всем постсоветском регионе, можно сказать. И для нас было очень важно как бы зафиксировать этот момент во времени, вот эту, создать некую летопись 2020 года, одного из самых сложных моментов в истории, новейшей истории Кыргызстана, когда наша страна занимала первые строчки в мире по смертности. Действительно, пандемия – это такое явление, в котором человечество, не только жители Кыргызстана, столкнулись впервые. И мы все были в ступоре, в шоке, как жить с COVID-19, что нас ждет. И в то же время вы решили рассказать о реальных историях, с которыми столкнулись кыргызстанцы именно во время пандемии. И они оказались невероятными. Это так? Да, все верно. На самом деле, одна из причин, по которой мы решили делать именно альманах, то есть группу историй, потому что невозможно было в одну сюжетную линию уложить все проблемы, с которыми столкнулось наше общество. И вы правы, пандемия, она вскрыла какие-то, наверное, проблемы, которые были до этого, но сейчас, как бы после того, как наступил карантин, да, то есть введены были ограничения, они все обнажились. И все серии очень разные, у них разные жанры, разные режиссеры, да, то есть, но вместе они составляют такую вселенную, да, скажем так, пандемии, в которой погрузилась наша страна в 2020 году. Я думаю, что уникальность киноальманаха в том, что в его основу легли истории о жизни именно простых людей. Там у вас снимаются и актеры, но в основном это камера, которая, да, наблюдает за тем, как протекает жизнь простых людей, с чем они сталкиваются. И очень важно, что сейчас вы рассказываете об этих социальных проблемах, которые обострились во время пандемии, и даете возможность не умалчивать, что это есть в нашем обществе, и люди, которые стоят на уровне принятия решений, должны сделать определенные выводы. Я сейчас хочу предложить посмотреть нашим телезрителям трейлер из «Киноальманаха-2020», который, повторяю, имел рабочее название «Поколение пандемии». Внимание на экран. Sen meni geçir. Kızım, ушундай болуп калды.
Где мне Роз? Помогите! Помогите! У тебя что, с ней интрижка? Нет! Нет! Не смогла оказать первую помощь. Ты кого-то убила? Ты никто, понимаешь? Ты никто! Мне сейчас нужна твоя поддержка, чтобы ты был на моей стороне. Эти лекарства уже неэффективны. Будь человеком, иметь понимать, может умереть. Алтынчы октябрдан тартып, ар шаршембе жана бейшембе күндөрү 22:20 коомдук 1 каналдан көрүңүздөр. Итак, 10 историй. О чем они? Если возможно, давайте расскажем нашим телезрителям немножко более подробно, приоткроем завесу тайны, потому что то, что мы сейчас увидели на своих экранах, оно действительно потрясает. Ну, 10 историй, они все, как я сказал, разные. Это истории про волонтеров, которые столкнулись впервые, да, это были студенты, например, медики, которые впервые столкнулись с такими драматичными событиями. Это была история, например, про мигрантов, которые застряли на границе и не могли попасть домой, да, то есть история про домашнее насилие, которое резким всплеском, да, то есть у нас был пик домашнего насилия во время карантина, когда люди оказались заперты в очень тесном, замкнутом пространстве. История про детей, про учителей у нас есть одна история, да, то есть поэтому их так много, и они все разные, и каждую стоит посмотреть. Но историй много. Наверняка вы хотели бы снять и больше серий, не только 10, но остановились на основных. Как вы делали вот отбор вот этой тематики? Мы изучали, у нас работала группа из 5 сценаристов и 5 режиссеров, то есть задача была очень сложная в условиях карантина снять сериал за 6 месяцев о том, как мы проживаем эту пандемию, и то есть это было все в таком вот очень ускоренном и очень сложном режиме, да. Были сложности с поиском локации, с поисками актеров, реквизита и так далее, но компания CityLab очень хорошо справилась вообще не только с технической частью этого сериала, но и также с передачей вот этой самой темы, сути героев. Герои на самом деле были очень разные. Это было не просто там, один герой, допустим, совершенно злой, другой совершенно добрый. Это была внутренняя борьба, и мы вот как раз сериал про то, что в каждом из нас есть этот ангел и дьявол, который борется, и мы все совершаем ошибки, но то, как мы принимаем решения, в итоге имеет значение, да? То, с какой грацией мы выходим из ситуации, и из сложности, из кризиса. То есть, в принципе, это сериал про каждого из нас, про то, как по-разному мы переживали этот кризис. Я еще хочу добавить, что на самом деле были очень разные целевые аудитории. Мы хотели, чтобы в этом сериале каждый увидел, во-первых, себя, а во-вторых, увидел другого человека, потому что мы действительно были в разных социальных условиях, в разных психологических условиях, да? И есть отдельные серии, которые были посвящены или старгетированы на тинейджерскую аудиторию, нашу молодую аудиторию, потому что тинейджеры по-другому переживают любые кризисы. Они выпадали в какой-то момент из вообще социальной повестки, то есть как бы было не до них, не до их проблем. Есть действительно серии по мигрантам, есть серии, которые апеллируют больше к сельскому жителю, другие апеллируют больше к городскому, урбанистическому жителю. То есть, в принципе, я думаю, что сериал про каждого и будет интересен каждому телезрителю. Итак, скажите, пожалуйста, очень много историй, они разные. С чего вы начали, как проходили съемки? Начали мы с отбора сценариев, как бы с отбора историй, и на самом деле
Ну, с одной стороны, это будет странно звучать, но грех жаловаться, потому что пандемия и карантин, они дали столько драматических ситуаций, было столько историй, которые мы все читали, да, в сети, в интернете, и очень богатый материал, конечно, был. У нас были очень сжатые сроки, порядка 6 месяцев на производство всего сериала, да, то есть и из них, естественно, там 2 месяца ушло на написание сценариев, и там порядка 1 марта мы начали съемочный период, и 1 июня мы его закончили. То есть буквально за 3 месяца мы отсняли и произвели все, как бы, да, то есть в июне мы уже отдали. Делали предпоказ. Но кто ваши герои, реальные люди или актеры? Актеры, конечно. Здесь очень важно сказать, на самом деле, что эти истории, они вдохновлены реальными событиями, но в какой-то момент у нас даже была идея сделать такую пометку, что любые совпадения с реальными людьми как бы случайны, да, то есть и почему? Потому что с одной стороны нам важно было отрефлексировать, интерпретировать, да, все, что произошло, а с другой стороны мы естественно не ставили для себя цель кого-то обидеть, поэтому это творческие драматические истории, да, как бы, то есть вымышленные, но основанные на реальных событиях. Действительно ли вам удалось собрать воедино истории из Юга, из Баткена, Ашат, Джалалабада, а также из Сыкуля, Бишкека и даже Москвы? Да, я думаю, что была очень большая работа проделана, предварительная подготовки. Вот Чингис правильно сказал, что мы даже большую часть нашего отведенного времени потратили на драфты сценариев, и эти драфты смотрели не только сами творческие специалисты, но и профильные специалисты, психологи, гендерные, значит, специалисты и медики. Вот. А истории действительно собирались, это собирательные образы, то есть каждый герой, который представлен в сериале, это собирательный образ, то есть когда мы говорили о мигрантах, там есть дочь мигрантки, женщины, которая пытается доехать до своей семьи, и вот как раз по-моему, первая серия будет про эту девочку, показать, как дети наших мигрантов вынуждены взрослеть, как они вынуждены становиться взрослыми вопреки вообще природе своей, да? Они должны быть детьми, то есть детство украдено в какой-то степени, потому что вот такая сложная социально-экономическая ситуация. Да? Собирались истории о волонтерах, да, например, тоже некий такой общий образ удалось создать. Истории, опять-таки, вот про подростков, про врачей, да, которые были вынуждены работать в таких нечеловеческих условиях, очень сложных. То есть, да, этот сбор всех историй аккумулировался у нас вот у сценаристов и дальше проходил экспертизу через различные, значит, группы экспертов. Очень тонко, очень вдумчиво подошли к каждой истории для того, чтобы подать ее самым наилучшим образом. Скажите, пожалуйста, каковы ваши ожидания от этого сериала? Ну, ожидания у нас такие, что мы хотим, чтобы было снято напряжение. Снято напряжение, потому что когда вот эта боль накопленная, она невысказанная, она не отрефлексирована, человеку очень сложно жить, вообще обществу очень сложно жить. Нам нужно об этом говорить, нам нужно понять, что происходило, что произошло. Нам нужно посмотреть, какие мы красивые люди на самом деле, какие прекрасные, несмотря на все наши ошибки, несмотря на сложности, с которыми мы сталкивались. У нас действительно очень прекрасная страна вот в плане человеческого капитала и в плане с тем, как мы справляемся с трудностями. Да? Вот. И, конечно же, хочется вынести уроки. Другое такое очень важное ожидание — это вынести уроки, потому что любой кризис — это возможность для роста и возможность понять, куда мы движемся, как один человек и в том числе и как нация. Скажите, пожалуйста, вам, как режиссеру, все ли удалось выполнить? Потому что я знаю, что творческие люди говорят, что даже если 40% задуманного мы реализуем, это уже большой успех. Как вот вам удалось реализовать свое творчество? Потому что вы довольно известный режиссер в нашей стране. Хороший вопрос очень. И на самом деле
даже когда мы только начинали, приступали к работе, как бы изначально, когда мы посмотрели на все цифры, на все сроки, у нас самих была вообще мысль о том, что сможем ли мы, да, то есть возможно ли это вообще в принципе сделать за 100 дней 110 фильмов, да, то есть как бы короткометражных пусть, но каждый из них как половина художественного, ну, такого 90-минутного фильма. Честно сказать, мне кажется, что, наверное, не все удалось, что хотелось бы, но я точно знаю, что наша команда и я, мы предприняли все возможные усилия для того, чтобы сделать этот продукт на самом высоком уровне. И, честно, я горжусь этим сериалом. Да? То есть, и, в принципе, первые тестовые показы показывают, что все получилось, мне кажется, все получилось. У вас есть опыт создания полнометражного кино, документальных фильмов, но здесь сериал из 10 серий. Скажите, есть какая-то история, которая вас просто потрясла по-человечески? Ой, их очень много. Мы с душой отнеслись ко всем 10 историям. Но, наверное, как бы я просто не на всех сериях был режиссером, как бы, и могу сказать, что ну, вот, серия, которую режиссировал я, это «Кундуз». Сегодня будет показан 22:20 этот фильм. И «Смена» для меня лично, я не знаю, я очень лично подошел к этим историям. И в какой-то степени их было очень сложно снимать. Но, с другой стороны, я чувствовал, что это нужно сделать. И важно, чтобы наш народ посмотрел эти фильмы, потому что здесь все, да, то есть есть и наши страхи, которые мы все пережили, и какие-то наши обиды, и наши надежды. Ну, в общем, экран все покажет, я думаю, мне, чем я буду говорить. Итак, мы все ждем премьеры этого сериала. Расскажите, пожалуйста, когда, во сколько и где состоится премьера «Киноальманаха-2020»? Премьера состоится сегодня, 6 октября, на телеканале КТРК в 20:20 вечера. 22:20. Да, все верно. Я уже совпадение у нас идет по цифрам. 22:20 пройдет премьера, и сегодня будет первая серия про девочку, у которой родители находятся в миграции, Кундуз. И надо сказать, что несколько серий данного киноальманаха, они сейчас уехали на международные фестивали, поэтому показ будет проходить только телевизионный пока, да, то есть YouTube-версия, онлайн-версия будет доступна значительно позже, потому что мы хотим, чтобы этот киноальманах поучаствовал на международных фестивалях. Очень хорошее качество, и все мэтры кино сказали, что, конечно, он претендует на награды на международных фестивалях. Скажите, пожалуйста, вот сегодня будет показана первая серия, и наверняка наши телезрители будут ждать продолжения этих историй. Как вы решили, как часто будут показаны все остальные серии? Вы знаете, сам сериал создавался в рамках информационной кампании «Джаша Демал. Дыши, Кыргызстан» по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это был проект при поддержке USAID в Кыргызстане и АПТ. Его реализовывал Интерньюз и Ситилаб. Были еще другие партнеры, которые также помогали в запуске информационной кампании, поэтому на данный момент это был своеобразный пилот. То есть нам хотелось попробовать создать такой контент, социально значимый, который нам важен с точки зрения вообще истории, важен с точки зрения рефлексии социальной. Если все получится, мы надеемся, что нам поддержит продолжение. А пока вот это вот первый пилот, я думаю, что он очень успешный. Получается, каждую среду мы будем смотреть по одной серии в 22:20. 22:20, среда и четверг. Да, то есть по 2 серии каждую неделю, 5 недель. Спасибо вам огромное, но я могу еще спросить один вопрос про участие этого сериала в различных международных конкурсах, потому что, естественно, этот кинопродукт, он должен быть показан всему миру. Потому что кыргызское кино, то, что мы делаем здесь, в Кыргызстане, оно уникально и всегда заслуживает огромного внимания именно на международной арене. Расскажите про это
Да, ну я согласна, да, что наши режиссеры, наш контент, несмотря на то, что страна небольшая, действительно уникальный, действительно особенный. И сейчас мы подаем на несколько фестивалей, вот City Lab совместно, с целью такой, чтобы, ну, во-первых, мир увидел то, как мы справлялись с этой ситуацией, какой у нас потенциал с точки зрения производства аудиовизуального продукта, и надеемся, да, что будут какие-то победы. То, что сам сериал уже вышел в такие сроки, уже большая победа, конечно, для нас. Я думаю, что, может быть, Чингис еще расскажет, да, поподробнее. Как. Ну, мы совместно со специалистами, которые занимаются именно фестивальными заявками, разработали стратегию для продвижения. Сейчас пока еще рано говорить о каких-то результатах, потому что это только самый первый этап. И результаты будут обычно, ну, в конце декабря будут первые же результаты, там прошли на каких-то фестивалях мы отбор или нет. Но метим на самые высокие, это Клермон-Ферран, это Sundance, американский кинофестиваль, да, то есть очень серьезно настроены, и будем надеяться, что все получится. Я желаю вам успехов. Скажите, пожалуйста, организация Интерньюз в Кыргызстане, у нее очень много различных направлений деятельности. Вот поддержка, съемка телесериала – это новое направление? Вообще это не новое направление. Мы поддерживаем производство отечественного контента уже много лет. Просто не всегда подают заявки именно на производство сериала. Это сложный жанр, очень много требует затрат и подготовки, да, то есть это только профессиональные продакшн-студии могут предлагать такие идеи, и мы надеемся, что таких проектов будет больше. Мы, кстати, недавно, на прошлой неделе объявили конкурс на производство социально значимого контента и арт-проектов медийных на стыке арт и мультимедиа, медиа, и мы ждем интересных заявок в этом месяце. Скажите, пожалуйста, тема пандемии вас еще интересует? Связываете ли вы свое творчество именно с судьбами людей, которые пережили вот это непростое время? Ну, я буду от себя, наверное, в данный момент говорить. Нам было очень важно снять этот проект и отрефлексировать. Но очень хочу надеяться, что эта пандемия наконец закончится, не будет никаких там новой, третьей, четвертой или пятой волны, и все это закончится и останется только на экране, да, в виде истории, в виде вехи, через которую мы все очень вместе прошли, и все, и она останется там в прошлом. Моя личная надежда на это. Будем ли мы снимать дальше контент по этой теме, я еще пока не знаю. Мы тоже, кстати, готовимся к этому конкурсу, у нас есть идеи, которые мы хотим подавать. Но я скажу, что, наверное, они будут более широкого плана. Это будет история не конкретно про пандемию, а история, не знаю, разобщенности, например, да? То есть история проблем, с которыми сталкивается наше общество, в том числе и проблемы, которые были вызваны пандемией. Вот интересно, во всех интервью, которые вы давали ранее, вы рассказывали, что это очень непростой киноальманах. Он рассказывает про социальные проблемы, про боль и так далее и подобное, но в итоге он дает веру и надежду людям. Скажите, пожалуйста, вот как через творчество оставить, что жизнь продолжается, что у нас все будет хорошо и не стоит зацикливаться на вот этой боли? Ну, наверное, это вдохновляющие истории каждого героя, потому что это всегда борьба, это всегда какие-то сложности, через которые эти герои проходят. Это выбор, очень сложный выбор между жизнью и смертью, добром и злом, таким отчаянием и действительно верой, да, то есть не опускать руки. И когда мы видим эту историю героя, мы всегда видим себя. Мы, конечно, видим и рефлексируем, мы видим это отражение. И я думаю, именно этим вдохновляет всегда творчество и такие фильмы, как наш сериал, именно тем, что он апеллирует каждому человеческому вот этому опыту, ну, который, да, собственно, дает вдохновение настоящее. Что вы добавите? Просто хочется сказать, что вдохновение приходило очень легко, потому что, когда я читал новости, и наши сценаристы, естественно, тоже, да, то есть я видел, что наш народ, он полон героев,
Да, то есть было очень много примеров того, как люди, не знаю, закрывали свои бизнесы, да, для того, чтобы открыть стационары. Там, не знаю, люди раздавали еду бесплатно. То есть наш народ способен объединиться и стать вот этой вот силой, которая решает проблемы сама. Да, то есть, если, например, говорить про первый фильм, который будет сегодня показан, «Кундуз», для меня это вот образ нашего Кыргызстана. Очень молодого человека, очень молодой девочки, да, которые способны решать глобальные серьезные проблемы. Да, то есть у нас очень молодая страна, и объединившись, мы можем сделать все. Поэтому как бы наши герои, они, не знаю, пропитаны любовью, можно так сказать. Огромное вам спасибо за интервью, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с директором продакшн-студии City Lab, продюсером, режиссером Чингизом Нарыновым и директором Интерньюз в Кыргызстане Илиной Каракуловой. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.